Это мой любимый, родной город, город Бишкек, в котором я родилась, выросла и никуда отсюда не уезжала, и не собираюсь уезжать. Раньше, когда мы были юными, молодыми, приезжали с родителями сюда, а потом и одни, и любовались видом нашего города. Но тогда не было такого смога, который сейчас. Раньше арыки были наполнены чистой водой, и мы детьми обожали босиком бегать по воде. Город назывался Фрунзе, что в переводе с молдавского означает «зеленый лист». И он оправдывал свое название. Город был зеленый и занимал второе место в Советском Союзе по озеленению. Улицы были построены, улицы прямолинейные, город строился военными архитекторами. Они учли наши климатические условия, и улицы хорошо орошались и хорошо проветривались. А сейчас роза ветров нарушена. И я не понимаю, почему строители, которые вроде бы согласовывают свои объекты с архитектурой, строят кто как хочет. И облик города, единый облик, целый облик города утерян. Нету того уютного, чистого, зеленого города, как это было раньше. Я не раз поднимала данные вопросы, но, к сожалению, пока мы ни до кого не достучались до исполнительной власти. С группой депутатов инициировали закон по чистому воздуху, но, к сожалению, те, которые занимаются реализацией бензина, они пролоббировали свой интерес, и правительство не дали нам заключение на этот закон, и он не был принят. Но самое интересное, что те, которые продают бензин, они сами, их дети, их родственники, все родные и близкие тоже дышат этим грязным воздухом, от которого зависит наше здоровье, и из-за которого у многих очень много серьезных заболеваний. Наша земля благословенна. Посмотрите, какие угодья нам даны, какая природа нам дана. И мы не только должны пользоваться ей безвозмездно, но мы должны сохранить ее и передать нашим будущим детям, нашим будущим поколениям. Одним из приоритетных вопросов, которым я занималась и в 6-м созыве, и в будущем буду заниматься, это вопрос экологии. Потому что именно с экологией связано и наше здоровье. Я очень люблю нашу страну, наш гостеприимный народ. Я побывала во всех областях нашей страны. И очень люблю поездить по святым местам, по святым источникам нашего Кыргызстана. Ведь вот такой красоты, ну где еще можно увидеть? И как сказал поэт, лучше гор могут быть только горы. Я дома тоже люблю готовить джарма. Ну, наверное, все русские, которые проживают здесь, неравнодушны к азиатской, кыргызской кухне. Люблю бурсок делать. Плов. У меня очень вкусный плов получается. Хорошо получается плов. У меня такой южный плов получается. Ну, я с событиями кыргызов хорошо знакома. У меня же дочка кыргызка. Так что я кыргызская гелинка, поэтому с обычаями знакома хорошо.
Я Чернышова Лариса Павловна, старший тренер по спортивной акробатике. Хочу сказать, что Евгения Григорьевна очень чуткий, отзывчивый человек. Она нам помогала в нашей ситуации, когда было нам очень трудно. Детей хотели выгнать на улицу, оставить без спортивного зала. И Евгения Григорьевна нам подключилась в этой ситуации, нам помогла. Что хочу еще сказать, что Евгения Григорьевна, она неравнодушный человек. Она всегда в любой ситуации поможет. Вообще хочу сказать про этого человека, что очень мало таких людей у нас в наше время. Она всегда помогает. Кто бы ни обратился, с какой просьбой, какая ситуация, она неравнодушна к этим проблемам. Меня зовут Старчевая Ирина. Я главный тренер по художественной гимнастике Республики Киргизстан. Евгению Григорьевну я уже знаю не один год. И когда она была в Жигорку-Кенеше депутатом, она очень сильно помогала не только в спорте, не только в каких-то делах. Она очень помогала даже простым людям. Я просто хочу сказать, что если мы придем все и проголосуем за Евгению Григорьевну, то мы не ошибемся в этом выборе. Она действительно стоящий человек, который действительно знает свое дело, которая из любых безвыходных ситуаций найдет дорогу и приведет к правильному пути. Поэтому давайте будем голосовать за Евгению Григорьевну. Я думаю, это стоящий человек. Мы находимся на территории Свердловского района. Вот здесь вот недалеко расположена первая городская ламединская школа, а с тыльной стороны там есть первая музыкальная школа, которую все время закончила моя дочь. Но самые любимые улицы у меня в Свердловском районе — это Осенбаева, где находится моя 10-я школа, и Каргачева роща. Она связана с детскими воспоминаниями, потому что мы и зорницу там проводили от школы. И каждое лето мы ходили туда отдыхать, начиная со 2 мая, как будто было, вот, не сговариваясь, было открытие сезона. И мы ходили купаться на Комсомольское и Пионерское озеро. Почему я иду в Жигорку-Кенеш? Во-первых, у меня остались те вопросы, которые я не успела закончить в связи с тем, что была пандемия, но и другие объективные проблемы. А в приоритете у меня, конечно, это образование, здравоохранение и другие социальные вопросы, в том числе и ЛОВЗ, а также жилищные проблемы. В первую очередь, мне очень хочется завершить вопросы, связанные с обращением жителей Кузнечной крепости, Токульдоша и жителей дома номер 13 Востока 5. Я всегда на связи. Мой телефон 0772 79 75 72. Я жду ваших обращений.